Коми народ очень гостеприимен и своим гостеприимством приютил на территории Республики Коми около 130 народов, которые в мире и согласии уже много лет проживают на нашей территории. Дом дружбы народов встречает гостей, как полагается, культурной программой и экскурсией. В год здесь больше 100 мероприятий. Фестиваль «Венок дружбы» для детей, диалог культур для молодежи, День народного единства для всех национальностей региона. Сейчас выставка мастеров финно-угорских регионов. Все 3 дня съезда. Здесь пройдут и мастер-классы ремесленников. Вот, например, ижорская керамика. Допустим, вот такие вот маленькие, латка называется. Это порционно готовили всевозможные запеканки. Омлеты и картофельные запеканки. Мы приглашаем вас совершить увлекательное путешествие по Республике Коми. Безусловно, культура и экология являются основой для продвижения наших туристических брендов. Мы выпустили недавно каталог «Сельский туризм». Путешествие в столицу Зырянского края, гастрономический тур «Вкусный север» и новый продукт – 3-дневный нефтетур. Предложений для туристов в Коми множество. Все представить гостям не удалось, но заинтересованность появилась. Обещались приехать. Тем более коми-мастерицы готовы делиться секретами приготовления национальных блюд. Полезных и вкусных. В этом году комишаньгу нанесли на гастрономическую карту России. Легкими движениями руки делают такие кружочки. Очень красиво, очень любезно. Вы посмотрите, какое податливое тесто. Да. Ну прямо хочется все попробовать, правда? А я уже попробовал вашу шамишку. Под крышей нового регионального дома дружбы есть место и трудовым будням, где 29 землячеств и автономии решают насущные вопросы. Одно из самых крупных землячеств – Коми-Изватас, в Сыктывкаре их 5000 человек. В городе Сыктывкаре у нас есть, потом есть республиканский Изватас. Вот, так что мы здесь встречаемся, поем и сук-чай пьем, крепкий чай. У нас это тоже есть что-то такое традиционное, крепкий чай. Конечно, у нас семга, но семга сейчас помельчала немножко. Украинцы третья по численности автономия в регионе 25 лет отметили в прошлом году. А вот немцам для количества представитель администрации президента предложил добавить представителей крупного бизнеса, чтобы, так сказать, стать ближе. К вам относятся? Австрийцы? Нет. Вот надо их взять вам под опеку. Если бы они были, Если только с Монди. Да, я же говорю, Монди. Есть и своя мини-типография, благодаря которой события жизни национальных объединений входят в историю посредством печатных изданий. Только вот термоклеевой машины не хватает, говорят сотрудники. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей тут же предлагает помощь. Увиденным гости остались довольны. Дом дружбы в полной мере выполняет свою функцию. Видно, что власти республики, руководство республики, губернатор беспокоится о состоянии межнациональных отношений и уделяет этому большое внимание. И мне понравилось, как здесь организована и историческая часть, где представлены экспонаты, и бытовые, и исторические, и древние, и современные, народные промыслы. И очень также важно, что созданы условия для того, чтобы национально-культурная автономия, объединение граждан, живущих здесь, они также получили возможность здесь работать, имеют свои офисы. Это дает возможность общаться, это дает возможность проводить совместные мероприятия, что в конечном счете позволяет укреплять межнациональные отношения. Вот этот формат, когда представители разных народов объединены под одной крышей, он очень эффективный. Идет взаимообогащение, взаимопроникновение культур, традиций и обычаев. И что еще очень приятно, что в доме очень много молодежи. И именно для них, наверное, в первую очередь это все и делается. Потому что если молодежь будет интересоваться своими корнями, своей историей, своим языком, своими обычаями, значит, у этого народа есть будущее, а значит, будет будущее у всей нашей страны. Филиал Федерального финно-угорского центра в Коми тоже не отстает. За 10 лет множество проектов. Главным достижением и особенностью работы нашего отделения стало наполнение информационного пространства, посвященного культуре финно-угорских народов. Мы создали наш собственный медиахолдинг, который состоит из 2 информационных порталов. Информационный портал и видеопортал. Важно грамотно транслировать свою информацию, получать информацию от других источников. И это успех, конечно, любого дела и любого учреждения. И журнал, и сайт, и фильмы, все это вместе, это, безусловно, очень положительно отразилось
на вот такую популяризацию финно-угорской культуры в мире вообще и на территории России в частности. Центр сотрудничает с другими регионами, с гильдией межэтнической журналистики, проводит всероссийские фестивали и фото-медиа-выставки. Отдельное направление – поддержка малочисленных самодийских народов. Последний проект – фильм о бессермянах, народ, проживающий в Удмуртии, общая численность которого около 2000 человек. Впрочем, не обходит финно-угорский центр ни одну национальность, потому как в Коми, как и в России, единое культурное пространство. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.